сказки персонажи все знакомы, гости наши. Сестры вот, младшая Аленка, Настя и Марфуша. А еще есть зеркало и царь. Смотри и слушай. 3 сестрицы под окном пели песни вечерком. Пели, пили, говорили, как бы замужем пойти, как бы женихов найти. Старшая сестрица Марфушенька говорит: даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Солнце всем на планете одинаково светит, и принцессе не столько выйти. Да мы же с вами, слава Богу, не дети. Ой, не нужны мне, мама, ваши советы. Ух, я б его покорила, я б его приручила, и без ваших сестра Настюшенька с горечью завопила: одиночество сволочь, одиночество скука, я не чувствую сердца, я не чувствую руку, сама так решила, тише на мне подруга, лучше я согрешила, одиночество. Младшая Аленушка им в ответ: хочу я замуж, замуж хочу, да ты не бойся, я все оплачу, на тебе белое платье, пойти танцевать. И вот сестрицы решили развеяться и отправиться на дискотеку. 3 сестрицы наряжались, красовались, миловались, перед зеркальцем своим нежно говорили с ним. Старшая Марфушенька спрашивает: я на свете всех милее, всех румяней и белее? А ей зеркало в ответ: ты настоящая женщина, больше добавить мне нечего, нежная, думая, грешная, сами лицо. Вторая Настюшенька посмеялась, к зеркалу скорее пробралась. Я ведь краше, спору нет, а ей зеркало в ответ: обжигаешь красотой, ты лазурная зараза. Ну а младшая Аленушка только скромно подошла к зеркалу, а он в ответ запела: Только зеркало пропело, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу уходит царь, стороны той государь. Скромно встали и поклон царю отдали. Государь был холостой, хоть уже не молодой. Царь оглядел девиц, да призадумался. Какие славные девчонки, накрученные челки, накрашенные губки, но только целовать. Какие милые девчонки, ах, нежные ручонки, и ножки в мини-юбках, но только танцевать. А девицы застеснялись, но совсем не растерялись. И первой решила молвить царю старшая Марфушенька. Подошла и так прямо и сказала: ой, пупсик, мой сладкий пупсик, я на край света уйду с тобой. Да-да-да, люблю тебя, да-да-да, люблю тебя. Не ожидал царь такого напора, даже хотел убежать. Но вторая Настюшенька подскочила, Марфушеньку оттолкнула и сказала государю: а ты такой красивый с бородой, в твои попала сети. А ты такой мужчина с бородой, мечтаю о дуэте. А
младшая Аленушка, тоже не лыком шита, спокойно вышла к государю, набралась смелости и сказала: Возьми меня. Возьми меня. Не хочуха. Смелее. Будь первым. И слились они в танце. Государь разволновался, еле-еле он сдержался. Тут и зеркало подоспело, на ушко царю пропело, что Аленушка — это просто в эйфории царь поплыл и на радостях решил всех дарами одарить, никого не позабыть. И вот что старшенькая Марфушенька попросила у царя. А средняя Настюшенька так прямо и заявила: младшая Аленушка никаких даров не попросила, а только выразила свои тайные желания. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Оглянитесь вокруг и поймете вы вдруг, что я одна такая. Ох, и растерялся царь совсем, угодить хотел он всем. Все девчонки хороши, и сказал он от души: Девчонки, мои девчонки, какие мне еще слова найти для вас? Девчонки, мои девчонки, мы ночь разбудим светом горящих глаз. Но в этот момент зеркало возмутилось, грозно над царем склонилось и сказала: Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что, царская морда, намекаешь? абсолютно согласны мы с вами, товарищ зеркало. Мы не на Востоке, поэтому выбрать надо одну единственную. Царь, душа наш думал, думал и придумал. Подошел он к девицам и так прямо и сказал: А в кармане мани не пусто, а в кармане мани не стало. Не хрустит приятно капуста, денежков мало. Как услышали эти речи сестрицы, Марфушенька возмутилась, подошла к царю, отвесила ему подзатыльник и сказала: Пошел вон, я не сошла с ума, пошел вон, я все решу сама, только имени моего летом не поминай, если мятая, а ныне пошел вон. А Настюшенька подскочила, чуть царя с ног не сбила, ручками тут замахала и в глаза ему сказала: Пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все уже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет и закончится, жить закончится. Пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все уже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет и закончится, жить закончится. Все тут понял наш царь и уже с опаской поглядывал на Аленушку. Сверкнула Аленушка глазками на царя, да не грозно, а ласково, да и пропела ему нежным голосом: Давай со мной за звездами, поверь мне, это просто. Давай со мной за звездами, рука в руке, космос. Одной-то не получится, не хватит сил добраться. Уже
а решил не сомневаться и с Аленкой остаться.